Недавно в средствах массовой информации появились ролики ноющих и плачущих граждан Кыргызстана, которые требовали у мирового сообщества остановить боевиков Таджикистана, которые, чуть ли убив всех граждан Кыргызстана, оккупировали их земли. Мне стало интересно, что есть такого в Кыргызстане, что таджикистанцы, мирные люди, без объявления войны напали на государство, граждане которого готовы сами себя перегрызть. Что так взбудоражило таджиков, которые чуть не оккупировали весь Кыргызстан? А теперь все по порядку. После последней революции власть полностью перешла к лицам с криминальным прошлым. К примеру всему сказанному может быть президент страны Садыр Жапаров и председатель ГКНБ Камчибек Ташиев, которые с раннего возраста тесно контактировали с криминальным сообществом и всегда при решении каких-либо проблем прибегали к силовому методу их решения. Это значит по понятиям, то есть по законам преступного мира. Наверное, из-за таких преступных привычек Жапаров и Ташиев замечтали решить пограничный вопрос с Таджикистаном. Взять оружие в руки, напугать таджиков убийством и насилием, поставить приграничный столб и все. Дело решено. Но не так-то было. Таджики оказались не лыком шиты, могут дать и по морде. Из видеороликов, снятых в первые дни, мы видим, что конфликт на границе начала кыргызская сторона, которая преднамеренно начала стрельбу в сторону сотрудников пограничной службы Таджикистана и местного населения. Скажите вы мне, если такая же военная агрессия будет совершена в отношении России, Америки, Казахстана или Узбекистана, эти государства будут сидеть и мяукать в сторонке? Конечно нет. Любое государство готово дать ответ агрессору. Так и поступила таджикская сторона. Весь народ, объединившийся в один кулак, дал отпор агрессору, чтобы знал свое место. После получения по морде, кыргызы начали бегать по международным инстанциям и просить наказать Таджикистан и восстановить разрушенное хозяйство. Продолжая тему криминала, скажу вам, и в парламенте страны такой же каламбур. Что не депутат, то авторитет преступного мира, или же смотрящий за преступным миром. Сегодня самые доходные черные рынки взяли под свой контроль чиновники с криминальным прошлым. Уже сегодня в Кыргызстане нету никаких отличий между чиновником и криминалитетом. Статистика показывает, что из-за такого рода руководителей страны и парламентариев идет разгул преступности по стране. Что ни день, то похищена девушка или совершено убийство, или же разбойное нападение. Даже родной сын Камчибека Ташиева занимается совершением краж и грабежей. Вы можете себе представить, как в 21 веке в государстве, считающем себя развитым и цивилизованным, среди белого дня похищают девушку, чтобы на ней жениться? Вот несколько вам фактов.